Отношение к интернету, использование чувашского языка в богослужении, социальная миссия церкви. Об этом и многом другом говорили в резиденции главы Чувашской митрополии. Там состоялась встреча митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия с журналистами республиканских СМИ. Владыка Савватий возглавил Чувашскую митрополию в конце августа. До этого в течение 10 лет был архиереем в Бурятии. В Чебоксарах он вырос, стал монахом и восстановил Свято-Троицкий мужской монастырь. Сегодня предстоит решать не менее масштабные задачи. Одна из главных – социальное служение. Сейчас Чебоксарско-Чувашская епархия активно помогает бездомным и нуждающимся, работает с инвалидами. Служение, оно всеобъемлющее. У нас не затронуты еще и не объяты вниманием еще много слоев, которые нуждаются в защите или поддержке. Например, мы мало разговариваем о женщинах, которые оказались в трудной жизненной ситуации. А ведь это целая трагедия. Может быть, просто если мы ее не замечаем, это не значит, что ее нету. Вот. Женщина, которая оказалась с ребенком в трудной жизненной ситуации, это вообще огромная трагедия. Для женщин, оказавшихся в таком положении, планируется создание пункта временного пребывания. В центре внимания, считает митрополит Савватий, должна быть и проблема абортов. Необходима целенаправленная работа и поддержка женщин, которые принимают решение избавиться от нерожденного ребенка. Журналисты интересовались также тем, какие изменения должны произойти в жизни епархии, подняли вопросы о перспективах строительства собора святого преподобного Сергия Радонежского в Чебоксарах. Строится он на частные деньги, на народные пожертвования. Это может затянуться и на год. Ну, хотя, конечно, надеемся очень до следующего года завершить. Владыка Савватий хорошо говорит на чувашском языке, поэтому ему предложили участвовать в программах сохранения языковой культуры. Митрополит ответил, что это прерогатива государства. В церкви уместна лишь проповедь Слова Божия. Но, учитывая потребности прихожан, в епархии готовы пересдавать богослужебные книги и акафисты на чувашском языке. Владыка общается со своей паствой не только в храме. Открытый диалог с верующими и неверующими он ведет и в социальных сетях. Телевидение – это не добро и не зло, действительно. И соцсети – это тоже не добро и не зло. И компьютеры – это не добро и не зло. Вот возьмем обыкновенный нож. Ножом можно порезаться, человека убить, ножом можно хлеб резать. Все зависит от того, как ты к этому относишься, как ты его используешь. Правильно подходить к соцсетям, то и можем получить много пользы, много полезного. Митрополит Савватий – духовный воспитанник почившего владыки Варнавы. Он намерен сохранить то лучшее, что досталось ему в наследство, и делать все для процветания Чувашской митрополии и Русской православной церкви. Лидия Галактионова, Виктор Степанов, Вести, Чувашия.